Здравствуйте! Вы смотрите программу «Фрагменты нашей истории». Этот выпуск посвящен депортации ингушского народа в феврале 1944 года. Хотелось бы представить гостей нашей программы, сотрудники Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, историки Тамара Яндиева и Лейла Арабханова. Здравствуйте, Тамара, Лейла. Начать нашу тему хотелось бы с Великой Отечественной войны, поскольку депортация была проведена именно в период Великой Отечественной войны. И на момент начала депортации многие наши земляки, представители нашего народа воевали на фронте. Как вообще отразились на них вот эти события? Вы знаете, как вы сказали, действительно депортация была проведена именно в годы Великой Отечественной войны. И вы знаете, очень многие историки, ученые задаются вопросом, почему именно вот в тот момент, когда уже предрешен был исход Великой Отечественной войны, когда уже события Великой Отечественной войны, активные фазы были переброшены уже на территорию западных стран, Советский Союз был уже освобожден, практически основная территория Советского Союза. Боевые действия происходили на территории западных европейских государств. И, казалось бы, битва за Кавказ, которая была очень решающим сражением в ходе всей Великой Отечественной войны, эта битва была тоже, отстояли эту битву бойцы Красной Армии. В том числе активное участие в этих боевых сражениях принимали и жители Чечено-Ингушетии. И именно под Малгобеком было остановлено продвижение немцев на Кавказ в ходе Малгобекской оборонительной операции, которая проходила начиная с сентября 1942 года по 3 января 1943 года. И люди, казалось бы, наконец-таки обрели более-менее спокойствие, освободили свою территорию, начали восстанавливать свое народное хозяйство. И как гром средь белого дня, это страшная трагедия в жизни ингушского народа, депортация. Действительно, это был страшный удар для тех бойцов, которые служили на фронтах Великой Отечественной войны. С территории Ингушетии было призвано на фронт уроженцев более 21 тысячи человек. Это очень большое количество людей для нашего народа. Конечно, среди них не только ингуши, и чеченцы, и все народы, которые проживали на территории Ингушетии, это и русские, и калмыки, и другие национальности, которые здесь проживали. И вот когда дошла эта весть до фронтов, мы с вами знаем, по указанию было приказано всех демобилизовать с фронтов чеченцев и ингушей и отправить своим родным и близким. Но многих, изучая историю, мы с вами видим, что многих демобилизовали с фронта и отправляли в трудовые лагеря, в которых они потом впоследствии трудились до конца войны, до самого конца войны. Это в основном представители Ингушетии. Мы, изучая историю, видим, что в Ивановской области на повал леса их отправляли. Но есть у нас очень много случаев, когда бойцы не хотели уходить с фронта. То есть, почему они не хотели уходить с фронтов? Их, в принципе, понять можно. Был предрешен исход войны уже, да, в пользу Красной Армии. И, казалось бы, вот-вот уже должна быть победа. А люди, бойцы, которые потеряли своих родных, близких, своих сотоварищей по боевых сражениях, они хотели дойти до самого конца, до Берлина дойти. И многие командиры, мы с вами знаем, изучая историю, изучая документы, даже были такие случаи, когда командиры оставляли своих солдат на фронтах, чтобы не расставаться с ними, меняли национальную принадлежность, а такие учетные карточки, я могу подтвердить это, сама лично встречала эти учетные карточки в Подольском архиве, где национальную принадлежность прямо в части, где они находились, меняли на другую национальность. Насколько мы знаем, даже после победы в мае 1945 года до 1946 года многие наши земляки оставались в рядах Красной Армии, обучали новобранцев. Совершенно верно. Это вот и есть подтверждение, то, что я говорю, подтверждение тому, что вы говорите. Люди не хотели уходить с фронта. Я считаю, что это был действительно, это был настоящий подвиг с их стороны. Командиры, рискуя своей жизнью, это делали. А почему? Это прежде всего, изучая биографии этих бойцов, мы убеждаемся, что они были очень смелые, храбрые, мужественные,
прекрасно выполняли свои боевые задания. И вот чтобы командиры не расставаться с такими бойцами, шли на такие вот... Ну, риск, и они огромный риск, да. доходили до Берлина. И очень много таких примеров у нас. То есть многие оставались на фронтах, чтобы дойти до Берлина, до победы. Отчасти вы сказали о том, что предварительно вот этот момент депортации именно в феврале 1944 года, он не случайен, потому что как раз-таки фронт, вот эта линия горячая отошла от Кавказа, да, получается, да, и вот как раз в этот момент мы уже сегодня знаем, и много фактов, что предварительно шла вот такая подготовка, это не решение одного месяца. Конечно, даже. Да. Конечно. Изучая вот мнение историков, аналитиков, мы приходим к выводу, что уже было принято решение в январе 1944 года, было принято постановление о расселении спецпереселенцев на территории Казахстана и Киргизии. И действительно подвергнуты были 10 областей Казахстана, переселены чеченцы, ингуши, и Орскую область Киргизии. Да? И вот исходя из этого мы с вами видим, что практически уже целенаправленно шла эта работа. И именно 23 февраля, вы знаете, я во многих источниках смотрела, изучала документы, но нигде не встретила, вот почему именно в 23 числа. Но со слов тех людей, очевидцев, которые были подвергнуты этой депортации, и вот когда очень часто встречались, особенно ранее, сейчас их очень мало, с каждым днем остается, и они рассказывают, что почему именно 23 февраля. Это был день советской армии. Всех мужчин, в основном, вот, например, я приведу со слов своей бабушки. Она рассказывала, говорит, 23 февраля накануне объявили, говорит, по всем селам, что будут праздновать этот праздник. Все мужчины должны собраться на центральной площади каждого населенного пункта. И вот в этот день с утра, говорит, все мужчины, одетые в парадной форме, пошли на площадь. А с чем это было связано? Прежде всего, чтобы обезопасить, наверное, вот эту акцию, все-таки могло вызвать сопротивление мужчин, если в дом врывались солдаты и начинали их заставлять собираться. Это, наверное, страшное было. И поэтому, говорит, они собрались все на площади, остались дома в основном женщины, дети, старики, которые могли, как бы сказать, не так сильно оказать сопротивление. И в это время начинают приходить в каждый дом солдаты. А для того, чтобы их депортировать, была задействована очень большая машина, как говорится, имеется в виду 180 эшелонов, 15 тысяч вагонов и более 100 тысяч сотрудников и офицеров войск НКВД. Это очень большое количество, это очень большая сила на тот момент была. И вот, наверное, все-таки за этим стояла более глубокая причина, нежели сотрудничество с немцами, тем более этот акт уже был позади. А на территории Чечен-Ингушетии вообще оккупации немцев не было же. С кем они могли сотрудничать? Это практически 10% территории даже не было занято, это Малгобек практически. И то там как такового соприкосновения не было, там в основном шли боевые действия. Малгобекская оборонительная операция, она же является одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Да, одно из переломных – это решающее Малгобекское оборонительное сражение в ходе битвы за Кавказ. Да и всей, наверное, Великой Отечественной войны. Я считаю, что битва за Кавказ – одна из самых главных. Вот еще хотелось бы на том моменте остановиться. Причина, да, официально причина звучала так, что вот как пособничество оккупантам, да, вот реальные причины. И если говорить о выборе районов депортации, да, куда конкретно направлялись депортируемые, ведь выбор районов тоже не случайен. Выбор тоже был не случайным, поскольку когда уже было понятно, что мир близится вот к этому краху, что возможно начало новой войны, уже тогда советское правительство предпринимало ряд шагов, чтобы как-то укрепить военную мощь страны. Уже в 1939 году в Казахстане стали строить уже оборонительного характера предприятия. Но беда была в том, что в самом Казахстане до этого голодные годы погибло очень большое количество населения. И рабочих рук, конечно же, не хватало. Не только те народы, которые в годы депортации были переселены, еще до этого и в начале войны, и в первые годы Великой Отечественной войны, туда было переселено очень много людей, сотни тысяч людей из других районов страны, для того, чтобы они там могли поднять и промышленность, и сельское хозяйство. Вот, и когда уже определилось
место переселения именно кавказских народов, в том числе карачаевцев, ингушей, чеченцев и калмыков. Вот тогда были выбраны 13 областей Казахстана и 3 области Киргизской республики. И вот в эти 14 областей были переселены, в принципе, вот все эти народы. Ингуши, в свою очередь, они попали в более северные районы Казахстана. Это были очень тяжелые климатические природные условия, адаптация к которым проходила очень сложно. Получается, вот эта версия, что нужно было поднимать и развивать вот эти области, районы в промышленном плане, в плане сельского хозяйства, она имеет место быть? Да, имеет место быть, поскольку есть очень много документов, которые подтверждают необходимость. И первая, самая главная задача, которая была поставлена перед органами НКВД, перед спецкомендатурами, чтобы они из спецпереселенцев определили трудоспособную часть населения. И ни один человек не имел права не работать. Вот, они все должны были быть трудоустроены. Судя по воспоминаниям, даже 13-14-летние подростки. Да. Старше 10 лет очень много детей работало, особенно в сельском хозяйстве. Многие из них работали на полях. Лейла, вы уже сказали отчасти об условиях, что ужасные были условия, но мы знаем по документам, которые, кстати, выявили в ходе своей исследовательской работы, в ходе поездок своих и Тамара, и вы. Согласно этим документам было дано указание подготовить и жилье, и условия для прибывших депортируемых. Ну, насколько мы знаем, как и по воспоминаниям людей, и по фактам, что эти постановления не были выполнены, вот эти распоряжения. Вот почему так произошло? Вот эти постановления, которые принимались до того, как их переселить, они, конечно же, были, эти директивы, направлены на места, и их должны были исполнить. Но надо сказать, что Казахстан находился не в самом хорошем экономическом положении тоже. Они тоже также остро нуждались во всем. Жилья не было, строительства тоже никакого не было. И все народы, которые переселялись, десятки тысяч людей, они же их не могли поселить в отдельных домах, тем более новых для них построенных. Для них они, в первую очередь, они их подселяли к тем людям, которые жили там, и к местному населению, и к ранее депортированным. Там проживали и ранее депортированные и украинцы, проживали там и немцы тоже. И, ну, в принципе, ко всем местным жителям, кому можно было подселить, подселяли. А тех, кто оставался без места, то, естественно, их поселяли в разных постройках хозяйственного назначения. Это были и колхозные фермы, это были разные казармы, это были просто приспособленные для жилья помещения, в которых не было ни отопления, ни воды, тем более горячей воды быть не могло. В принципе, вообще условий для жизни в этих домах не было. Ну, насколько мы знаем по этим документам, что вот дано, к примеру, распоряжение построить вот такое-то количество жилья, да, не выполнено. Не выполнено. Вот это невыполнение даже того, что вот планировалось, с чем оно было связано? Ну, надо сказать, что не только жилье, что построить, это нужно было иметь какую-то рабочую силу. Были какие-то наряды, которые вот выдавались на местам колхозам, совхозам, каким-то сельским администрациям для того, чтобы построить жилье. Были даже условия, в которых сами спецпереселенцы могли участвовать в качестве, допустим, они могли получать какие-то кредиты на строительство, но они должны были быть возмещены. И зная, что у них нет такой возможности, они себя не обрекали этими кредитами. Это было большое бремя для спецпереселенцев, поэтому, в принципе, они не воспользовались этими кредитами для приобретения строительного материала. Продовольствие, которое они должны были получать. Они должны были получать по этим документам теплую одежду, сезонную одежду, чего тоже не было. Даже если когда какие-то наряды и были, начислялись, очень многие руководители, они злоупотребляли этим, не выдавали спецпереселенцам то, что им полагалось. И поэтому такие вот рамки, в которых они оказались, настолько вот были, они загнаны в этот угол, что выхода из этой ситуации, в принципе, не было видно первые несколько лет. Они находились в очень тяжелом положении.
То есть насколько со стороны руководства вот это было все в таких жестких, суровых условиях проведено, но и получается все это усугублялось еще не выполнением даже запланированного. Да. Игнорировалось все. Вы знаете, вот я дополню то, что Лейла сказала. Вот вы, как вы сказали, мы работали в архивах Казахстана, во многих областях работали. И вот мне запомнился такой документ, мы работая в Павлодарском государственном архиве, встретился нам такой документ, объяснительная записка председателя колхоза. И его привлекли к ответственности за то, что он не выполнил, как вы сказали, указание, чтобы построить им временное жилье, обеспечить спецпереселенцам необходимым, то есть продуктами питания, жильем на первом этапе. И вот когда спецпереселенцы переехали туда, встретились с тем, что были построены дома. Какие дома? Поставленные были доски, перекрытые камышом, без окон, без дверей, без пола. И вот в такие дома поселяли спецпереселенцев. Что они делали? Окна, двери заставляли соломой, завешивали двери каким-то образом, и прямо на земле вот таким образом они пристраивали этих людей. И вот когда с него спрашивают, почему вы так поступили, почему вы не достроили дома, он объясняет, что 43-й год – это голодный год был, неурожайный год в Казахстане. Он говорит, что те средства, которые мне были выделены, я направил на нужды на своих колхозников, потому что они тоже умирают с голоду. Потому что практически народ в то время очень сильно нищенствовал. И он говорит, вот в этом году урожай мы посеем, получим прибыль, вот тогда я дострою эти дома. Понимаете? Я что хочу сказать, что в самом Казахстане жители республики тоже в очень плачевном состоянии находились. И голод, и холод, и война. То есть все те трудности, которые касались всего народа Советского Союза, они их тоже касались. Говоря об условиях в итоге, мы знаем, что условия еще в зависимости от района проживания, как уже сказала Лейла, суровый климат северных областей, здесь уже усугублялись вот эти условия погодными какими-то моментами. Страшные морозы, до 40 градусов доходили в то время. Вот именно в Павлодарской области, мы там в этом архиве очень много работали, мы встречали документы, в которых говорилось, что действительно спецпереселенцы от холода, прежде всего от холода умирали, потому что они отсюда переселенные не были приспособлены к таким страшным холодам. И мы знаем такие случаи, со слов очевидцев даже, мы встречались со стариками, старушкой казашкой, стариком казахом, которые помнят эту депортацию там на месте. Они рассказывали, когда, говорят, спецпереселенцев привезли, в эту ночь, он рассказывает, это жительница 118-го партсъезда в Казахстане. Она говорит, когда их выселили, говорит, был мороз за 45 градусов. Прямо выселили, говорит, на улицу ночью. И мы, говорит, выглядываем на них, говорит, смотрим, они в кучкой сели, говорит, каждый друг друга обогревали, говорит, потом смотрим, для нас это была пропаганда, говорит, что привезут таких. Ну, конечно, это очень часто говорится об этом, но тем не менее, это факт, это со слов их очевидцев, что людоеды, страшные люди, с ними в контакты входить нельзя и так далее. А мы смотрим, говорит, старики, женщины и дети, прямо сгруженные с вагонов сидят. Мы выглядываем, говорит, мы их хотим пригреть, говорит, тянем к себе детей и стариков, чтобы довести домой, согреть их хотя бы огнем, хотя бы чем-то. А они нас боятся, говорит, мы их боимся, говорит, им не могли понять друг друга, то есть язык они не знали, друг друга понимать не могли. И вот таким образом, говорит, утро наступило, к эту утру, говорит, бураном занесло всю эту кучку, говорит, людей, которые сидели после вагона. И вот потом под утро мы, говорит, поняли, что, говорит, мы друг другу не опасны. И люди потихонечку начали отдавать нам своих детей, женщин, мы их начали обогревать потихонечку. Все-таки сострадание, человеческое сострадание. Наши люди, когда оказались в Казахстане, они встретили от местного населения. Как бы там ни было. И казахи помогали, и наши помогали. На первых этапах было очень сложно. А потом уже, конечно, начали они привыкать друг к другу, понимать, что они никакую опасность для них не представляют. И со временем, но до того, как это произошло, конечно, очень много людей погибло, к сожалению. Если говорить о цифрах, разные цифры, официальные данные говорят одно, вот по неофициальным данным больше половины населения народа погибло в первые годы в основном. Да, это первые годы, начиная с 44 по 47 год, это вот первые 3 года, которые были самыми тяжелыми для спецпереселенцев. Это было время, когда происходили становления, вот их
притирание друг к другу, понимание друг друга. То есть уже люди поняли, что это уже надолго. Мы же с вами знаем, что вот даже старики рассказывают, мы не думали, говорит, что так долго мы там будем находиться. Первое время мы, говорит, даже не могли ничего делать, ни огороды, ни приспосабливаться. Им давали скот на несколько семей, например, корову или верблюда, чтобы они доили по очереди. Говорит, мы все время почему-то думали, говорит, что это временное явление. В надежде это временно, вернуться, да, что они вернутся. И потом, когда мы уже поняли, говорит, что это уже далеко не временное, что мы долго здесь обречены находиться. Ну, тогда уже люди, говорят, начали постепенно приспосабливаться к той местной жизни. Чтобы видеть картину, это я еще раз позволю себе рассказать со слов своей бабушки. Например, у моей бабушки 13 детей в семье было. В Казахстане они практически остались 2 сестры в живых. Моя бабушка вернулась, а сестра ее так и не вернулась. Она в 1967 году умерла. То есть погибли практически 9 братьев, сестер, мать и отец остались на земле Казахстана. Если говорить о числе жертв, вот эта разница между официальными данными и неофициальными, почему она такая огромная, это не велся должным образом, или не было возможности учета, или это намеренное искажение? Вот в чем причина? Нет, на первых порах это все-таки не велся учет. Просто не успевали вести этот учет. И когда возвращали этих людей, снова же не был проведен учет. Они все, кто как мог, выехали своими силами, своими возможностями в разные годы. И поэтому этот учет не велся. А если посмотреть, в каждой отдельно взятой ингушской семье не найдете ни одной семью, чтобы не потеряли половину семьи или часть семьи, чтобы ни одной семьи нет, чтобы не было потерь в Казахстане. На мой взгляд, например, я считаю, что более половины народа все-таки осталось на землях Казахстана. Если даже брать воспоминания очевидцев, что... Любого человека возьмите из воспоминаний, это вам скажут. И сегодня практически очень много ведь ингушей живет на земле Казахстана. Очень много ингушей. В каждой области отдельные диаспоры, довольно-таки большие диаспоры. И они считают своей родиной уже, родились там, уже которое поколение. Так что ингушей сегодня много в Казахстане. Ну, как вы уже отметили, Тамара, первые годы, получается, Лейла, были очень тяжелые, а затем уже... Ну, затем в 49-м году, Мадина, там уже, конечно же, надо сказать, что все ожили. И местные жители, и 50-е годы уже... Да. 50-е годы, они были уже не такие тяжелые. То есть уже от голода проблем не было. Ну, мы знаем, что уже, да, в 50-е уже получше возможности образования, и уже и в вузы поступали к моменту. Ну да, к тому времени уже, да. Дело в том, что уже в марте 1953 года постановлением Верховного Совета СССР все спецпереселенцы, они уже призывались на службу в советскую армию. Вот, это как бы было самое первое такое вот значимое, масштабное вот такое послабление. Потом в мае 1953 года уже стали получать паспорта, и люди получили возможность переезжать в другие города, в другие районы, но в паспорте было указано возвращаться, нет, передвигаться по всей территории Советского Союза, кроме Северного Кавказа. То есть возвращаться домой, да, кроме своего дома, все остальное было доступно. То есть и учиться, и работать, переезжать можно. Это были хорошие послабления для того периода. Ну, конечно же, все-таки надо отдать должное. 20-й съезд партии, политика нового руководства и период хрущевской оттепели, они свое дело сделали. И надо еще отметить, что очень многие спецпереселенцы, особенно из числа ингушей, если даже сопоставить, вот мы в архивах видим эти обращения, эти письма, представители ингушской интеллигенции очень часто обращались во все органы, центральные органы власти. Они обращались и в Верховный Совет СССР, и РСФСР. Они обращались в Союз писателей, какие только союзы не обращались. Они все писали о проблемах, о тех вот чаяниях, которые переживают народы до сих пор в спецпоселении. И здесь, конечно же, необходимо было еще и учесть то обстоятельство. В 1948 году
все спецпереселенцы, относительно них был тоже принят еще один документ, постановление Верховного Совета, в котором говорилось, что они находятся на вечном поселении, без права возвращения. Как раз-таки вот этот вопрос возвращения, ну, мы знаем, как вы сказали, уже отметили, что не собирались возвращать как ингушский народ, так и другие депортированные народы. Тогда на каких условиях нас собирались там оставить? Дело в том, что, вот как Лейла сказала, 56-й год, февраль, это 20-й съезд партии, где был разоблачен культ личности Сталина, и было признано, что незаконно депортированы народы, которые проживали на территории Советского Союза. И некий Дудоров, министр внутренних дел СССР, выступил за то, чтобы создать на территории Республики Казахстан автономную область. То есть автономную область, Чечено-Ингушскую автономную область, чтобы не возвращать этих людей на свою родину. Но это он объяснял тем, что это может вызвать массу негодований, что эти территории уже обжиты, что там живут люди, могут появиться разногласия, какие-то спорные моменты и так далее, и так далее. А Хрущев критически выступил против этого. И он настоял на том, чтобы депортированные люди должны вернуться на свою родину. 9 января 1957 года была восстановлена Чечено-Ингушетия, но с измененными границами. Пригородный район и часть Малгобекского района остались за пределами Чечено-Ингушетии, но взамен были присоединены два района Ставропольского края. И практически с тех пор мы с вами знаем, вот с момента, не только даже восстановления, я скажу, с того времени, с 1956 года, когда была дана оценка, что незаконно были депортированы эти народы, люди, все, кто как мог, несмотря на спецразрешение, которое должно было выдаваться каждой семье на возвращение, они, не ожидаясь этих документов, стали каждый возвращаться, кто как мог, к себе на родину. И, естественно, это столкнулось с серьезными такими последствиями, которые впоследствии пришлось урегулировать каким-то образом и оргкомитету, который был создан на месте, и самим каким-то вышестоящим структурам. Это были очень серьезные последствия, которые, ну, так скажем, до сих пор, наверное, идут. Ну, мы знаем, что вот огромное число практически хлынули на родину люди, когда вот эти как раз-таки первые документы в конце 1956 года, еще до официального 9 января 1957 года постановления о восстановлении Чечено-Ингушской автономной республики, были какие-то уже документы, предшествовавшие этому решению, и люди уже в 1956 году, как вы говорили, Тамара, возвращались. И потом мы знаем, что вот, чтобы этот поток как-то сдержать, меры были приняты по ограничению возвращающихся. Да, совершенно верно. Были ограничения. Да, дело сейчас. Вот этот оргкомитет во главе с Гайрбековым, который был создан, они в этом направлении, они приняли обращение, они выехали сразу туда, в Казахстан, встречались там с населением, они ездили по всем районам, общаясь, они их, значит, вводили в курс принимаемых решений, что они не могут молниеносно в течение там полугода или года вернуть всех обратно на Северный Кавказ, что это такое мероприятие, которое потребует до 3 лет, и что они все должны будут дожидаться специального разрешения домой. Но они, правда, с этим немного опоздали. Опоздали почему? Потому что к тому времени уже сотни людей по всему Казахстану уже успели ринуться на вокзалы. Возвращаться они оттуда не хотели, некоторых насильно возвращали. Для этого тоже были предприняты меры, чтобы на вокзалах люди в ожидании не сидели. Вот, кто мог, у кого была возможность, они выезжали по автомобильным дорогам, а большинство, конечно же, они выезжали по железной дороге. Они, не ожидая от государства какой-либо помощи, все, что могли продать, продавали, то, что не продавалось, они бросали. И потом уже своими средствами, своими силами возвращались домой. Вот такая вот ситуация была. И в этом обращении к возвращающимся на Северный Кавказ, в том числе и ингушам, чеченцам, балкарцам, карачаевцам, они убедительно просили, умоляли, чтобы они не нарушали этот порядок, что все они будут иметь возможность вернуться, и надо будет соблюсти вот те предписания, которые были приняты оргкомитетом. Но
Они, конечно же, игнорировались. Очень многие так и не дождались этого разрешения. Вообще вот эти доводы относительно того, что на месте ни власти, ни населения, новые жители еще не готовы вот к тому, чтобы такое число людей приехало, учитывая то, что когда депортировали, им не давали времени на подготовку. Это организовано. Да. Когда депортировали, тем более в зимнее время года, Да. и в такие суровые климатические условия выселять, одночасье выселить, и их же не просто выселяли, они их выгрузили прямо в степи, а потом не знали, как их расселить. И, в принципе, вот первые несколько дней людей они не сразу в дома подселяли, они их загоняли на колхозные фермы, куда только можно было. И люди, конечно, они спасались тем, что их было много, они скучно жили. Конечно же, это были такие неудобства, о которых даже рассказывать не нужно. Вот в каких условиях они ехали, еще в более худших условиях они оказались по приезду. Поэтому это ни с чем не сравнимо. То, что они там пережили, то, что они перенесли. Лейла, вы затронули роль нашей ингушской интеллигенции, и, насколько мы знаем, интеллигенция наша практически на протяжении вот этого всего времени депортации, не только после смерти Сталина, но еще и при Сталине обращалась, постоянно направлялись обращения к руководству страны. И Союз горцев Кавказа в эмиграции тоже сыграл свою роль, обращался неоднократно в мировые общественные организации. Все это, конечно, не могло не сыграть роль в вопросе возвращения, но все же, что стало ключевым вот в этом вопросе, что нас в итоге решили вернуть, на ваш взгляд? Ну, вот мое субъективное мнение, в совокупности вот все те обстоятельства, которые возникли после смерти Сталина, это хрущевская оттепель, это новые условия, это когда люди уже могли обращаться, их могли уже слышать. Если раньше они писали, и их обращения оставались без ответа, то теперь уже вот эти обращения, они имели уже какую-то обратную связь. Потому что эти люди, их приглашали для проведения каких-то бесед, собеседований в органы власти, в партийные органы вызывали. Вот в качестве такого вот примера вам расскажу. Известный наш кинорежиссер Мамилов Соломбек, у меня была возможность его записать, его воспоминания из депортации. Он жил во Фрунзе со своей семьей, и вот он рассказывал, как интеллигенция наша ингушская во Фрунзе, это были и бывшие руководители Чечено-Ингушской ССР, это известные писатели, певцы, поэты, да, духовные лидеры. Он рассказывал, как они собирались в их доме, и он слышал, как обсуждались эти вопросы организации, обращений. Они сами составляли какие-то шаблоны этих писем, знакомили людей с ними, рассказывали, в каких условиях они жили, чего добились до депортации, чтобы люди знали, по какому поводу они обращаются. И все, кто могли, все грамотные люди, чтобы они могли, просто вот колхозники от себя могли написать и обратиться в Верховный Совет СССР, какие-то другие органы с просьбой вот внять обращению этих людей, обратить внимание, чтобы восстановить ЧССР и чтобы восстановили республику не в Казахской ССР как раз-таки, а чтобы им была предоставлена возможность вернуться на Северный Кавказ. И эти обращения сегодня у нас они есть, они сохранились в наших архивах. И, конечно же, это все сыграло свою роль. Ну и, как вы сказали, международные организации, особенно Организация Объединенных Наций, Красный Крест, которые также были обеспокоены вот этими обстоятельствами. Для страны, победившей в такой войне, во Второй мировой войне, конечно же, для них однозначно мнение с международной общественности, со стороны, тем более, Организации Объединенных Наций, для того периода было очень значимо. И поэтому для поддержания статуса победителя войны против фашизма, для своего международного авторитета очень важно было, чтобы именно отношения, которые были внутри страны, и восстановление справедливости против этих народов, для них это имело очень большое значение. Если говорить об итогах депортации, 13 лет в историческом плане, это, конечно, такой небольшой срок, но учитывая, как все это проходило и в каких условиях оказался наш народ, и через что он прошел,
итоги вот этой депортации, как это все отразилось на моральном и физическом состоянии нашей нации? Да, действительно, 13 лет – это не такой уж большой промежуток времени. Если говорить, действительно, вот мы только что говорили чуть ранее о потерях, которые испытал на себе ингушский народ. В некоторых источниках говорят о 30% потере, некоторые 50% потери. Но до сих пор точного учета, сколько человек погибло на тот момент, мы не знаем. Тем более, когда нас выселяли, по разным источникам количество людей тоже разнится очень сильно. Некоторым источникам говорится 92 250 человек было, а некоторые 134, 136 тысяч. То есть разные источники. До сих пор мы не можем точно сказать, сколько человек было выселено. И потери очень большие были, человеческие жертвы, я имею в виду. А в материальном отношении, конечно, это вообще не сосчитать. Практически народ потерял все, что было нажито ими в предыдущие годы. В культурном отношении наши ученые считают, мы почти на 100 лет отстали от других народов только до эти 13 лет. Все-таки язык, культура, письменность, это все было очень сильно. За эти 13 лет очень большие потери были. И мы с вами знаем, что в 1955 году уже, когда вот мы только что говорили, потепления уже начались после смерти Сталина. Все-таки рубеж это был связан со смертью Сталина. Это 3 марта, 5 марта 1953 года. После этого, в результате той активной деятельности нашей интеллигенции, были достигнуты какие-то положительные результаты. Это имеется в виду, уже появилась возможность выпускать на ингушском, чеченском языке газеты. Уже было принято постановление проводить уроки на ингушском языке в начальных классах, развивать каким-то образом на телевидении, на радио было дано время выступать, да, до 6 часов. То есть какие-то уже сподвиги были в этом отношении, но этого было совсем недостаточно. Это уже было время, которое практически уже все позади, и тут уже буквально через год уже было дано время вернуться. Но тем не менее, это были действительно большие потери, которые мы до сих пор восстанавливаем. Да. Учитывая какое-то психологическое влияние, оказало конечно. Это все. Да? Вы знаете, спустя сегодня 81 год, да, вот со дня депортации, в каждой ингушской семье, несмотря на то, что уже, может, в многих семьях уже не осталось тех людей, которые были депортированы, эта трагедия остается в сознании, чисто на психологическом уровне, в сознании каждого жителя нашей республики. У каждого человека есть какие-то ценности, культурные ценности, духовные ценности, какие-то раритетные вещи, которые передавались из поколения в поколение, да? И вот когда выселяли, мы-то в целом все это потеряли. Даже те предметы, редкие предметы, которые были в каждой семье, очень многие депортированные рассказывали, что по приезду они их обменивали на хлеб, дорогие ценные вещи, обменивали на картошку, какие-то другие продукты, на теплую одежду. Таким вот образом, получается, мы утратили то, что было. Утратили, чтобы выжить физически. Люди вынуждены были отдавать за бесценок все самое ценное, что было в их семье. То, что они хранили, то, что им было дорого, то, с чем они, может быть, никогда бы не расстались, если бы вот не такие обстоятельства, когда накануне стояла жизнь близких, детей и так далее. Поэтому если говорить о потерях духовных, культурных, конечно же, это была очень большая утрата. Мы отчасти затронули вопрос вашей исследовательской деятельности. Знаем, что вы неоднократно выезжали и в Казахстан, и в Киргизию. К примеру, поездка 2017 года была такая масштабная, когда было выявлено вами очень много документов. Вот по итогам этих всех поездок, что удалось выявить и над чем еще нужно поработать? Вы знаете, действительно, мы ездили в командировки несколько раз. Последняя у нас командировка была, да, действительно, в 2017 году. Мы все время до этого, ну, скажем так, до момента в годы советской власти такой большой возможности работать в архивах и доступа к этим архивам мы особо такого не имели. Вот с появлением демократических преобразований в нашей стране у нас появилась возможность работать в архивах, искать материалы, то есть запрашивать, то есть что интересно. И вот до тех пор, пока
сами мы не стали ездить в эти архивы, мы все это знали только со слов тех людей, которые очевидцев, с их рассказов и так далее. А вот когда уже начинаешь изучать документы, это уже является подлинной историей. И для нас это было очень важно документально зафиксировать те события, которые происходили в годы депортации. И вот в результате этих поездок, конечно, нам удалось часть материала изучить, но далеко не все изучено до сих пор, и я думаю, еще это предстоит изучить и как бы довести до нашего населения, до нашего подрастающего поколения. Но в той форме, которая вот, была на самом деле, чтобы не допустить впредь такого вот с нашим народом. Ну, в принципе, вся повседневность вот этой жизни 13 лет, она в документах очевидна. Мы сегодня можем изо дня в день, из месяца в месяц отследить, как жили, в каких условиях жили в каждой области, в каждом городе, в каждом районе, в каждом селе. Вот настолько много изучено материалов сегодня. И вот работая в этих архивах, особо вот хочется отметить, куда бы мы ни приезжали, да, в какую бы область, в какой город мы не приезжали, наши соотечественники, которые остались жить в Казахстане, они так радушно нас принимали, они оказывали нам всяческую поддержку, они нас встречали, провожали, они готовы были сопровождать нас каждый день. Вот мы хотим, и каждый раз я это говорю, мы бы хотели еще раз от своего имени, от всех нас поблагодарить их вот за тот прием, за то отношение. И не только вот наши соотечественники, даже вот сами казахстанцы, они эту память хранят свято. Они сохраняют не только архивы, они ставят памятники. Очень много научных работ посвятили казахстанцы именно депортации. Участвуют и в наших мероприятиях очень часто. Во многих научных журналах каждый раз вот появляются публикации, которые посвящены депортации народов. И вот в рамках нашей передачи тоже вот хотелось бы это отметить и поблагодарить их за такую работу, которую они у себя ведут. И вы уже говорили, и Тамара говорила о том, что благодаря поддержке и такому теплому отношению местного населения во многом были облегчены вот эти тяжелые условия. Вы знаете, вот действительно дополнив вот то, что Лейла сказала, вот мы приезжаем, когда в любой архив, когда мы приходим работать, да, вы знаете, такое хорошее расположение к себе чувствуешь, доброжелательное отношение, всяческую помощь. Они, наоборот, нам подсказывают, где что можно, как обнаружить, какие материалы. То есть вот это вот доброжелательное отношение, наверное, сохранилось из-за того, что из-за тех теплых отношений, которые сохранил наш народ в годы депортации. И после депортации, то есть в отношении тех людей, которые сегодня живут на этой территории этой республики. То есть вот это взаимное уважение сегодня отражается и на наших поездках, которые мы сегодня часто осуществляем. Вообще известно, нужно знать свою историю для того, чтобы делать выводы, извлекать какие-то уроки, может быть, не повторять каких-то ошибок. Мы знаем, как наши старшие, какой дорогой ценой им пришлось узнать, что такое родная земля. Сегодня у нас есть своя республика. О чем мы должны помнить, думать сегодня, на ваш взгляд? Вы знаете, прежде всего мы должны думать о том, чтобы трудиться для того, чтобы процветала наша республика прежде всего, и дорожить тем, что она у нас есть. Мы должны делать все для благополучия нашего народа и нашей республики. Тамара, Лейла, мы благодарим вас за то, что вы сегодня пришли, ответили на наши вопросы. И хотелось бы поблагодарить за внимание наших зрителей. Всего вам доброго.